Почему мусульмане постятся в месяц Рамазан? Большинство людей по-разному пытаются держать пост. Одни пьют только сок в течение дня, другие едят лишь фрукты, третьи отказываются от сладкого или не принимают спиртное. Но понимание поста мусульман в месяц Рамазан некоторым кажется странным. Мусульмане мира, почти 2 миллиарда человек, на целый месяц добровольно отказываются от еды, питья и супружеских отношений в течение светлого времени суток. Не слишком ли трудным является такой вид поста? В чем истинный дух Рамазана? Общее значение слова «пост» – добровольное воздержание от еды в качестве уважения к какому-то священному дню. И если кто-то дал обет поститься в знак скорби или раскаяния. Пост практикуется во многих основных мировых религиях как возможность искупить грехи, тогда как в исламе посредством поста мусульмане надеются приблизиться ко Всевышнему Аллаху. А поскольку приближение к Аллаху и есть смысл жизни мусульманина, пост занимает важное место в исламе. Абу Умама передает: «Я пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: прикажи мне выполнять действие, которое позволит мне войти в рай». Он ответил: держи пост, так как нет ничего подобного посту. Затем я вновь пришел к нему, и он сказал: держи пост. Пост дает тебе ощущение голода, от которого страдают другие люди. Таким образом, ты поймешь то, что чувствуют бедные, и будешь больше помогать им. Вот почему мусульмане обязаны давать милостыню едой сразу же по окончании месяца Рамазан. Основные правила поста в месяц Рамазан – это воздержание от еды, питья и супружеских отношений от восхода до заката. Другие уровни поста имеют еще больше сильный эффект на постящегося. Простого воздержания от еды и питья недостаточно. Нужно иметь намерение поститься в качестве следования велениям Всевышнего. Поэтому лишь ритуальная форма поста не очистит человека полностью. Более глубокий смысл поста – очистить человека от пороков и страстей. Отказ от порочных желаний в течение месяца Рамазан помогает человеку воздержаться от совершения всего запретного, что в дальнейшем приведет его к чистоте поступков не только во время поста, но и в течение всей жизни. Пост также помогает человеку контролировать негативные эмоции и качества, к примеру, гнев, жадность, ненависть. Это именно то, что имел в виду пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда сказал: «Аллах не нуждается в отказе от еды и питья человеком, который не перестает лгать и совершать мерзкие поступки, даже когда держит пост». Суть поста заключается в том, что он помогает человеку бороться с обуревающими его страстями, и контроль желаний – основополагающий принцип поста, с тем, чтобы желания не завладели человеком. На сегодняшний день в мире созданы все условия для того, чтобы человек мог реализовать практически любое свое желание. Но для мусульманина очень важно уметь контролировать свои желания, и именно пост помогает ему в этом. Пост между рабом и Всевышним – это особый, тайный вид поклонения. Именно поэтому передаются следующие слова Всевышнего: «Каждое деяние сыновей Адама для них самих, за исключением поста, он посвящен только мне, и я один дам награду за него». فمن شهد منكم الشهر فليصم